На площади у Монумента Победы сегодня сотни человек. Это коллеги Александра Комарова, герои и зрители его репортажей. Как говорят, своего земляка знали и любили во всем районе. Сегодня очень сложно и тяжело сказать какие-то слова, чтобы мы полностью могли передать ту боль утраты и горечи, с которым мы столкнулись. Александра мы все знали. Человек очень эрудированный, очень интересный, понимающий жизнь. Человек, который любил жизнь. И любил то, что он всегда делал. На телеканале НТР Александр Комаров работал с 2010 года. Сначала корреспондентом, потом ведущим новостей, затем руководителем отдела производства программ. Он мне запомнился парнем открытым, инициативным, неусидчивым. Его нельзя было не заметить. Он стал первым от нашей отрасли, который пошел на специальную военную операцию. Его слова не расходились с делом. Даже когда пошел служить, он не выбирал там, где легко. Он выбрал туда, где сложнее всего. Был человек, который мог в любом месте найти что-то интересное, пройтись почему-то, там прыгнуть с парашютом, не знаю, залезть куда-то, что-то там съесть в кадре, там, ну и так далее, и так далее. То есть это всегда были такие игровые стендапы. Его безумно любили телезрители. Он обладал просто каким-то фантастическим обаянием, и даже если он как-то на какое-то время пропадал с экранов, ну, там в отпуск уезжал, там на раскопки на свои, то у нас начинался просто шквал звонков, бабушки звонили, спрашивали, где Саша, как Саша, почему он вот на экране. Сегодня многократно звучало, Александр был настоящим патриотом страны. Это отразилось и в его увлечении. Журналист был участником поискового отряда «Нефтехимик». В свой отпуск он отправлялся в экспедиции, где снимал цикл программ «Дорогами памяти». Мало кто может представить и ощутить то чувство, когда поднимаешь бойца из земли. Именно с того места, где он погиб примерно 70 лет назад, где его настигла либо пуля, либо осколок. Этот цикл программ посвящен тем людям, кто возвращает солдат с той страшной войны. В 2020 году Александра Комарова приказом Минобороны наградили знаком за отличие в поисковом движении. Сюжеты это трогали человека, наверное, который даже не слышал о поисковиках, уже начинала интересоваться. А человеком был добрым, веселым, отзывчивым. Журналист не служил в армии, но после начала специальной военной операции решил, его долг – быть на передовой. Александр Комаров добровольцем вступил в татарстанский батальон «Алга». В голове всегда были мысли, что что-то происходит, и как-то внести свой вклад для победы. Ну и вот, собственно, когда была объявлена мобилизация, вот тогда уже, наверное, в голове такая мысль проскочила, что вот тот момент, когда страна действительно просит народ, что нужно помочь. Я пошел в военкомат. Александр Комаров пропал без вести 8 февраля. Так получилось, журналиста-поисковика самого искали 3 месяца. Трагическая весть с подтверждением гибели пришла 23 апреля. Честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, оставаясь верным воинской присяге. Такие герои, как Александр Комаров, навечно останутся в современной летописи воинской славы России. От имени Союза журналистов Татарстана соболезнования выразил Ильшат Аминов. Он отметил, Александр ярко и талантливо заявил о себе в профессии. Память о нем навсегда в наших сердцах. Александру Комарову было 37 лет, у него остались супруга и дочь. На нашей кухне висят 3 фотографии, которые я делала ему на день рождения. На них написано: превосходный муж, лучший телеведущий, передовой поисковик. В первую очередь он был не просто хорошим мужем, другом, единомышленником моим. Он был моей душой. Александра Комарова похоронили на аллее боевой славы городского кладбища Нижнекамска. В память репортеров в Татарстане предложили создать конкурс журналистских работ. Дмитрий Ариныга, Романов, ТНВ, Нижнекамск.